Здравствуйте, уважаемые старшеклассники! Сегодня мы поговорим с вами о требованиях к единому государственному экзамену по истории в нынешнем 2021 году. Итак, те, кто будет задавать, те, кому необходимо задавать историю в этом году, вы должны знать некоторые моменты, на которые особенно следует уделить внимание. Итак, как мы знаем, что экзамен по истории является экзаменом по выбору. Несколько лет назад вопрос поднимался о том, что, возможно, история будет в перечне экзаменов обязательных к ЕГЭ, таких, какими были в свое время русский язык и математика, но пока по-прежнему история остается экзаменом по выбору. И, скорее всего, в ближайшие год-два ситуация кардинальным образом не изменится. История будет экзаменом по выбору. Так, и вот если вы выбрали экзамен по истории, в первую очередь вам необходимо обратиться к документам ФИПИ, Федеральный институт педагогических измерений. И здесь необходимо вам опираться на три таких базовых документа. Во-первых, это кодификатор ЕГЭ, где указаны конкретные периоды истории, которые вам необходимо знать, разделы истории, которые вы должны будете изучить и хорошо усвоить. Следующий, не менее важный документ, это спецификация контрольно-измерительных материалов или спецификация КИМ, где также необходимые есть сведения о том, как готовиться к ЕГЭ по истории. То есть там есть структура непосредственных заданий, там есть структура заданий с разным уровнем сложности, указаны конкретные баллы за вопросы, которые вы можете получить. И кроме того, также там есть информация о том, насколько требования к ЕГЭ, на 4 задания к ЕГЭ соответствуют требованиям исторического стандарта, то есть историко-культурного стандарта, вернее, по истории. Так, и вот обратите внимание, что всего заданий 25, именно задание, да, не тест, а задание. Дается время 3 часа 55 минут. Максимальный первичный балл, как видите, на слайде 56, и минимальный тестовый балл 32. То есть это означает то, что если вы получаете по истории 56 баллов, таким образом уже в переводе на стопроцентную систему, таким образом вы получаете 100%. То есть вы получаете максимальный балл. Если же, не дай бог, вы пишете ЕГЭ ниже 32 баллов, то таким образом это уже считается двойка, и, соответственно, вы уже, к сожалению, с этим баллом поступить в вуз не сможете. Так, и вот обратите внимание, что в рейтинге предметов ГИА для 11 классов история находится на 4-м месте, то есть таким образом историю довольно часто выбирают. В прошлом году историю решили сдавать около 17% всех участников ЕГЭ, то есть по масштабе России это примерно 123 тысячи человек. Так, и вот обратите внимание, сдав историю, какие специальности вы таким образом, на какие специальности вы можете поступить. Ну, во-первых, конечно, специальность педагогическая история, история искусств, международные отношения, политология, юриспруденция, туризм, социальная работа и так далее. То есть довольно большой перечень специальностей, где требуется именно сдавать экзамен по истории. Значит, тоже вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Так, теперь, что касается изменений. Дело в том, что в последние годы экзамен по истории серьезным образом не меняется. В этом году изменения ожидают только последнее задание, 25-й вопрос, где предусмотрено историческое сочинение. Если раньше те, кто, может быть, обращался к истории, да, кто-то, может быть, занимался уже конкретно самостоятельно, знает о том, что раньше при составление заданий для исторического сочинения, как правило, давалось 3 периода. 3 периода истории, российской истории, которые нужно было осветить. Теперь вместо 3 периодов предлагается 3 исторических процесса, либо характеристика 3 исторических личностей. В чем суть процесса? Периоды, как вы знаете, это все понятно, конкретно там дата указана, годы. Или века. Что касается процессов, то какие процессы исторические могут быть? Это гораздо шире, чем период. Это, допустим, процесс складывания российского централизованного государства, или, может быть, процесс складывания государственности, советской государственности, да, там, и так далее. Или российской государственности после распада Советского Союза и так далее. То есть, таким образом, эти процессы, понятие гораздо более широкое, чем нежели просто какой-то исторический период или хронологические рамки. Поэтому, пожалуйста, тоже на это обратите внимание. Но, в принципе, требования остаются прежними. Что касается непосредственных критериев оценки сочинения, они фактически не меняются.
Так, и так как мы с вами говорили, всего в контрольно-измерительных материалах предусмотрено 25 заданий, в общем-то, точнее 31 вопрос с учетом 7 критериев оценивания сочинения. Значит, и таким образом среди них 16 вопросов заданий это базового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 7 уже высокого уровня сложности. Вот. И посмотрите, пожалуйста, как распределяются задания. Вот, первая часть, таким образом, задание, 19 заданий, то есть с первого вопроса по 19 вопросы, это краткий ответ. Вторая часть, 6 заданий, таким образом, это ответ развернутый. Кроме того, в каждом задании, то есть в каждом варианте теста или, там, скажем, правильно говорить, КИМа по истории, есть определенные моменты, которые необходимо знать. Ну, в частности, наверняка вы слышали о том, что 8-й вопрос во всех вариантах – это вопрос об истории Великой Отечественной войны. При этом обратите внимание, что это не означает то, что только один вопрос посвящен войне, военной истории. Значит, могут быть и другие задания, как первой части, так и второй части о Великой Отечественной войне. Но вопрос 8 именно всегда охватывает события Великой Отечественной войны. Кроме того, также много вопросов, связанных с историей культуры. В частности, вопрос с 17 по 19 связан с историей культуры. Причем необходимо здесь знать не просто фактический материал, необходимо также еще знать стилистику, допустим, стилей, скажем, направление в архитектуре, скульптуре и прочее. То есть там задания могут быть с иллюстрациями. Вот. И, кроме того, спецификой ЕГЭ по истории в том, что в последние годы очень много заданий становится на знание документов. Вот. Тоже это касается и первой части, вот такого базового уровня сложности, и, скажем, повышенного уровня сложности. Очень много вопросов требует знания документальных материалов, источников. Вот. Ну, здесь этого бояться не нужно. Это не говорит о том, что вы должны штудировать, вот так подробно штудировать хрестоматии, практикумы, и читать документы. Достаточно знать хорошо факты, события, вот, и потому что в каждом документе, как вы знаете, есть ключевые слова, это могут быть ключевые термины, или, может быть, имена исторических деятелей, это могут быть какие-то даты, по которым можно определить именно, о чем идет речь, и ответить на данный вопрос по документу. Так, и вот таким образом, как вы знаете, дело в том, что если задания такого базового уровня сложности, за них присмотрен 1 балл. Здесь как раз указаны, какие задания, да, скажем, 1, 4, 10, с 13 по 15 и 18-19 задания, они считаются такими базовым уровнем сложности, там дается за правильный ответ 1 балл. Более сложный уровень, таким образом, заданий, скажем, 2, 3, с 5 по 9 и так далее, там можно получить 2 балла. Если вы частично ответили правильно, соответственно, вы получаете 1 балл. Кроме того, задание 11-23, здесь максимальный балл 3. Значит, ну, дело в том, что вы наверняка знаете, что в 11 задании есть вопросы, в том числе по всемирной истории. Дело в том, что по всемирной истории есть только 2 задания, это в первом и в 11 вопросах. Значит, и кроме того, это не говорит о том, что вы должны полностью подробно, детально изучать события всеобщей истории. Вот, достаточно знать такие наиболее главные события, да, главные имена, такие наиболее важные процессы из всемирной истории для того, чтобы вот, ответить на эти задания. Остальные, конечно же, необходимо, ну, остальные вопросы касаются нашей отечественной истории. Так, и вот в 11 вопросе, допустим, если вы допустили одну ошибку, соответственно, вы получаете уже не 3, а 2 балла. 2-3 ошибки, вы получаете 1 балл. Если 4 ошибки и больше, соответственно, уже 0 баллов. Вот. И, соответственно, вопрос 24 там, до 4 баллов можно получить, 25 вопрос сочинения, вы получаете максимальный балл 12. Это очень важно, потому что фактически 12 баллов это почти около 20% от всего, значит, от непосредственных, ну, вот, баллов, которые вы получаете за весь экзамен. Вот. И поэтому очень важно написать грамотно сочинение историческое. Вот об этом еще чуть подробнее попозже мы немножко поговорим. Итак, вот теперь, соответственно, переходим как раз к нашему историческому сочинению. Здесь, согласно тексту задания, необходимо что в первую очередь указать? Минимум 2 события, которые относятся к этому процессу. Мы говорим о том, что теперь в этом случае уже теперь в задании будут указаны не даты, а именно процессы исторические. Здесь необходимо указать 2 события, которые относятся к этому процессу.
Далее необходима характеристика двух минимум исторических личностей, которые оказали весомое влияние на ход истории. Причем не только вы указываете эти имена, но также указываете их роль. Да? Биографию здесь не нужно указывать, просто показываете их роль, связываете личность с историей. Значит, их роль, допустим, в реформах, может быть, да, событиях военной истории, внешней политики, или культурной жизни. Таким образом, вы даете подробную, детальную характеристику деятельности данных исторических личностей. Далее вы указываете минимум две причинно-следственные связи. Практика показывает, что этот раздел или требование является наиболее сложным для наших выпускников. Это особенно сложно для тех, кто слабо понимает процесс исторический, да, потому что многие, к сожалению, выпускники, старшеклассники полагают, что достаточно выучить материал, да, таким образом выучить даты, термины, события, и можно успешно сдать экзамен по истории. На самом деле здесь не просто надо знать, да, события, истории, даты или там, скажем, термины, персонали, необходимо еще понимать исторический процесс, уметь проводить причинно-следственные связи, выявлять причины, предпосылки событий, допустим, да, последствия на ход истории, связывать события между собой, связывать эпохи между собой. Для этого необходимо обладать определенным историческим мышлением. В этом случае вам уже гораздо легче будет определить, ответить на вопрос о причинно-следственных связях. Например, вы пишете сочинение по периоду царствования Петра I. Да? Например, вам задание попалось по эпохе Петра I. Вы выбрали два события. Например, это Северная война и налоговая реформа, да, Петра I. Казалось бы, совершенно разные события, какая между ними может быть взаимосвязь. Но связь такова, потому что события, вы знаете, Северной войны начались для России крайне неудачно. Первое же сражение под Нарвой кончилось поражением российских войск. Поэтому Петр извлек уроки для того, чтобы воевать со Швецией, как вы знаете, да, таким достаточно могущественным государством европейским в то время, необходимо было обладать современной армией и таким мощным военно-морским флотом. Для этого необходимы были, конечно, огромные государственные ресурсы, и без налоговой реформы это было сделать невозможно. Поэтому, как мы знаем, события Северной войны повлияли на то, что укрепление армии потребовало расходов государства и, соответственно, необходимости реформирования налоговой системы. Это, кстати, также касается царствования Ивана Грозного, да, когда, вы помните, начались походы против Казани в начале царствования Ивана Грозного, тоже здесь начинаются реформы налоговой системы, да, реформ армии, управления, что, в общем, тоже было во многом следствием событий на внешней политике. Вот такую связь вы прослеживаете. И, кроме того, также обратная связь существует. Допустим, налоговая реформа была проведена успешно, это позволило укрепить армию, добиться решающих успехов и, в конце концов, победить Швецию в Северной войне, выйти к Балтийскому морю. Таким образом эти связи вы указываете. Причем вы должны указать конкретно цифру, первая связь, вторая связь по цифрам, для того, чтобы эксперты видели, что указали именно вы две причинно-следственные связи. Тоже обратите на это, пожалуйста, внимание. И, наконец, вы даете оценку событиям, то есть говорите о том, как эти события повлияли на ход дальнейшей нашей отечественной истории, да, или, может быть, даже всемирной истории. Здесь вам необходимо тоже хорошее понимание событий. Кроме того, также вы можете использовать какие-то знания из историографии, то есть оценка историков, это тоже приветствуется, если вы, допустим, знаете какие-то хотя бы 2-3 имени видных историков, и таким образом их концепции высказывать. Или, может быть, уделять внимание дискуссионности проблемы, в чем дискуссионность, тоже это указывать. Это, конечно, тоже будет приветствоваться при оценке исторического сочинения. Так, и обратите внимание, какие критерии существуют для оценки сочинения исторического. Как мы говорили, всего максимальный балл, который получаете за сочинение, это 12 баллов. Если вы указали два события правильно, да, которые относятся именно к этому процессу, вы получаете 2 балла. Далее указываете двух личностей исторических, кроме того, также вы раскрываете их роль в событиях. Если вы раскрыли, тоже получаете 2 балла, у вас уже 4 балла. Раскрыли две связи, причинно-следственная связь, об этом мы уже подробно говорили, тоже получается дополнительно еще 2 балла. Как вы понимаете, если одну связь раскрыли, получаете 1 балл. Далее оценка влияния событий на историю России. Если у вас это есть, итог сочинения, вы получаете еще дополнительно 1 балл. Но дело в том, что вы должны, конечно же, использовать специальные исторические термины, понятия,
Вот, если вы используете их, получаете дополнительно еще 1 балл. Если у вас нет ошибок в тексте, допустим, если вы нет ошибок фактических, в датах, там, событиях и так далее, в терминах, значит, тоже вы можете еще получить дополнительно 3 балла. Вот. И, наконец, К7 критерий, да, форма изложения, означает то, что у вас сочинение должно быть в виде связанного текста. То есть не просто какие-то отрывочные сведения по истории, у вас должен быть такой целостный текст, логически такой структурированный. Вот. И если у вас действительно сочинение такое логически выстроено хорошо, продумано и так далее, таким образом вы еще получаете балл за форму изложения. Таким образом, максимальный балл вы, соответственно, можете получить до 12 баллов. Поэтому это вот особенно уделите серьезного внимания именно историческому сочинению, вот, поскольку здесь, к сожалению, вот, практика показывает, что не все пишут сочинения, даже вот такое тоже есть. Это касается и ОГЭ, и ЕГЭ по истории. Соответственно, они, конечно же, сразу у них балл снижается, даже если они хорошо ответили на другие задания, у них все равно уже балл резко снизится, поэтому поступить, по крайней мере, вот на бюджетную основу уже им будет затруднительно. Так, и вот завершая таким образом, нашу беседу вот о ЕГЭ по истории, я хочу сказать о том, что как вам необходимо готовиться к экзамену. Во-первых, конечно, вы повторяете теоретический материал, вы берете учебники, причем должны быть учебники, которые непосредственно рекомендованы Министерством образования, которые вошли в федеральный перечень Министерства образования. Учителя вам подскажут какие-то учебники. Значит, далее вы пишете конспекты, потому что практика показывает, когда старшеклассник пишет конспект, он гораздо лучше усваивает материал. То есть одно дело просто прочитать, другое дело законспектировать. В этом случае у вас усвоение материала будет гораздо более эффективным. Вот. Потом, когда уже останется, может быть, несколько дней до экзамена, вы конспекты откроете, и у вас уже перед глазами будет непосредственно информация, вырисовывается информация гораздо более подробная, чем, допустим, у вас то, что написано у вас в тетрадях. Вот. Поэтому конспектировать, конечно, необходимо. Вот. Это позволит вам гораздо лучше усвоить материал необходимый. Так, кроме того, также вы решаете тестовые задания. Они, в общем-то, есть в пособиях, на сайте ФИПИ. Вот, поэтому как можно больше надо работать именно с тестовыми заданиями. Вот, затем вы пишете сочинения исторические. Вот, и решаете демонстрационные варианты КИМов, да, ЕГЭ по истории. Вот, при этом как можно чаще вы это делаете. Чем чаще будете решать тесты, задания, тем выше вероятность того, что подобные вопросы могут встречаться. Конечно, вопросы бывают так, что очень часто меняются, но содержание остается тем же. Вот, поэтому чем чаще вы занимаетесь по заданиям, чем больше вы работаете с заданиями, тем выше вероятность того, что какие-то вопросы вам будут легкими. Вот, вы на них ответите без особого труда. Так, и вот, конечно же, в сети можно найти очень много готовых сочинений, можно выучить, но в этом случае вас могут обвинить в плагиате. Поэтому, конечно, лучше всего писать сочинение самим, с учителями, значит, соответственно, вот, по разным периодам истории, да, с тем, чтобы у вас уже был такой навык, чтобы у вас на экзамене уже не было такого волнения, и вы гораздо быстрее это могли сделать. Поэтому вы должны писать сочинения как можно чаще, вот, как можно больше, проверять, перепроверять, сравнивать. И в этом случае у вас уже, конечно, в любом случае вы будете чувствовать себя уверенно непосредственно на самом экзамене. Так, кроме того, также можно использовать видеоуроки, вот, да, для написания исторического сочинения, вот, и так далее. Так, ну, таким образом, нам остается только пожелать вам успехов в подготовке к экзаменам по истории, по другим предметам, с тем, чтобы достойно сдали экзамен, поступили на ту специальность, которую выбрали. Вот, поэтому желаю вам успехов, всего доброго, спасибо вам за внимание.